Сюрдикер Масера. Друзья, приветствую всех. Сегодня у нас стрим на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. 190 стрим у нас сегодня. Извиняюсь за задержку, за опоздание. Мы сейчас ждем Аяда Идигова. Он, я надеюсь, присоединится к нам. Стрим сегодня на чеченском и на русском языке, как обычно с Аядом мы проводим. Так что, друзья, если что, задавайте вопросы на чеченском и на русском. Аяду, сейчас мы его дождемся. Стрим называется «Революция в Иране. Перекинется ли огонь на Кавказ?». Об этом и многом другом поговорим. Сегодня 14 января 2026 года, 19 часов 32 минуты по Брюсселю и 21 час уже 33 минуты по городу Джахару. Итак, Слеон. Пока ждем Аяда, я бы хотел вам немножко рассказать о событиях, которые происходят в Иране. Но напоминаю всем тем, кто находится в оккупированной Ичкерии, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности. На сегодня в Иране продолжается одна из самых масштабных и кровавых волн протестов за последние десятилетия. Все началось в конце декабря 2025 года с экономического кризиса, как мы уже знаем. Масштабы протестов, демонстрации проходят почти во всех 31 провинции, более 180-200 городов. Самые крупные волны были 8-10 января. Сейчас интенсивность снизилась из-за тотального подавления, но вспышки продолжаются. Интернет блокирован, уже более 6 дней почти полное отключение интернета, мобильной связи по всей стране. Режим глушит даже Starlink, проводит массовые обыски и изъятие спутниковых тарелок. Информация уходит очень ограниченно, через звонки, спутниковый интернет или утечки. Норвежско-иранская правозащитная организация сообщает о минимум от 51 до 648 убитых, включая детей. Американская Аш-Ар-Ана сообщает 1850, 2500 убитых, более 18 тысяч арестованных. Некоторые источники внутри режима по утечкам Iran International сообщают до 12 тысяч убитых, в основном 8-9 января. Великобритания и другие оценивают жертвы в 2-3 тысячи погибших. Это один из самых кровавых периодов репрессий в истории Ирана. Методы подавления, применение боевого оружия, стрельба на поражение, водометы, газ, аресты тысяч, показательные казни. Есть сообщение о казни первого протестующего Эрфан Салтани, 26 лет. Возможно, уже сегодня или завтра. Реакция. Хамейни называет протестующих хулиганами и агентами США и Израиля. Власти проводят провластные митинги, обвиняют иностранные разведки, угрожают казнями и быстрыми судами. Трамп очень жесткую занял позицию. Помощь уже в пути, говорит Трамп. Держитесь. Очень сильные действия. Если начнут вешать протестующих, что это уже красная линия и так далее. Объявлены 25% тарифы на страны, торгующие с Ираном. Есть сообщение, что Трамп рассматривает военный удар в течение 24 часов. Есть отвод части персонала с базы Катаре. Переговоры с Ираном приостановлены. Иран угрожает ударами по американским базам в регионе. Ирак, Катар, УАЭ, Саудовская Аравия и другие. Если США нападут, МИД говорит о готовности к переговорам по ядерке, но без угроз. Европа, осуждение репрессий, призывы к санкциям против КСИР, Корпус стражей Исламской революции, как террористической организации. Россия осуждает вмешательство извне и поддерживает режим. Ситуация крайне напряженная, режим на грани, но пока держится. Вот сейчас как раз Аяд заходит,
и мы продолжим об этом и многом другом говорить. Аят, Машволь, мы в эфире. Маршу Холда, Дели Маршу Хумасарна. Амир, здесь Муса, Саларчу. А, ты сейчас общаешься? Да, я сейчас тихо сделаю. Я уже с ними поговорил чуть-чуть. Я чуть сделал анонс, немножко рассказывал по ситуации в Иране, по ситуации, ну вот, и все, в принципе, ждали тебя. Я вот 5 минут как включился. Хорошо. Вот сегодня у нас стрим, я назвал «Революция в Иране. Перекинется ли огонь на Кавказ?». Также я задал вопрос нашим зрителям, которых я всех приветствую, друзья. Отвечают 40 на 60, да, говорят 40, нет 60. Я вас прошу тоже ответить на этот вопрос и рассказать вообще, как вы видите, что происходит. Об этом и многом другом давайте поговорим, как обычно. Добрый вечер, дорогие наши зрители, слушатели. Мы увлечены сейчас тем, что происходит в мире, потому что это касается нашего будущего, настоящего, конечно. Думаю, что то, что происходит в Иране, вот я сейчас слушаю параллельно еще передачу нашу вот группы, которая есть солидарность, они вот получилось так, совпало. Они тоже говорят, что там очень сложные процессы, и что раньше там выходили одни студенты, а теперь уже стало вот выходить не столько студентов, стало очень много, до 20 тысяч человек убитых. И иранцы ждут, что вмешается Америка. Америка пока еще не решается вмешиваться. Но в целом события идут таким образом, что если вот есть анализ, если туда вмешаются, скажем, американские войска или израильские, то тут же все иранцы объединятся против Америки и Израиля. То есть не дадут им. Поэтому они выжидают, что будет неизвестно. И здесь вот такие идут расхождения, что разные интересы там есть, которые у этих вот бастующих, потому что некоторые из тех, кто бастовал, я не знал об этом, оказывается, это были те забастовщики, которые были за этот режим сам, который существует в Иране. И когда они поднялись и начали против этого, и автоматически остальные вот поднялись в поддержку их, и оно стало с каждым днем вот как бы обрастать, ком стал обрастать, и идет вот ситуация непонятная. Ну и вот я вот задавал вопрос там своим вот этим людям, с которыми я веду там разные встречи. Они вопрос на то, перекинется ли это на север, скажем, на Азербайджан и на Северный Кавказ. Они сомневаются в том, что это перекинется. Беженцы, конечно, могут быть перекинуться, а если вот поднимется вот такая ситуация, то тогда санкции с Ирана будут сняты, и тогда, значит, нефть польется как будто, ну, я образ говорю, рекой, и цены на нефть снизятся в мире. Все снизится, и тогда это будет хорошо против России. Вот так рассуждают вот мои европейские друзья, с которыми я рассуждаю. Они ругают и сейчас недовольны, скажем, Трампом, который так себе, одни недовольны, другие говорят о том, что он пытается Гренландию захватить. В общем, общая такая картина складывается так, что у меня тоже такое мнение, что как там будет и что. Вопрос даже не в этой религиозной, скажем, основе, что Иран там управляет, а в том, что социальная, значит, цены на все упали до нуля, обнулился этот евро, обнулился, скажем, этот доллар, и там ситуация очень тяжелая. Вот что из этого выйдет, непонятно.
И Россия в панике. Когда вот Россия вот так сейчас в панике, если она потеряет, естественно, потеряет сейчас Иран, так получается, да, и, естественно, она потерял уже, скажем, Мадуро или Венесуэлу. Если удастся забрать и Гренландию, то фактически, может быть, можно говорить о том, что изменяется международное право, и здесь тоже идет такое обсуждение о том, к чему это может привести. Международное право, все меняется, все там, толкования могут быть иначе, и что все, вот они говорят, несмотря ни на что, мы должны держаться тех основ правовых, которые были у нас доселе. Вот как раз я к этому веду, что вот Чеченская республика, Ичкерия, которая стала 16 января 1994 года, нельзя ей полагаться на то, и чеченцам, на то, что вот мы там построим новое государство, мы там сделаем что-то новое, мы там не то что Иран, а Эмират сделаем, или другие какие-то новые соображения. Это все отметается в данной ситуации. Оно отметалось и раньше, и сейчас отметается в целом. У меня, извините, мы здесь целой семьей заболели, вот тут кашляем. Да, Машу, да. Тоже, спасибо. И поэтому вот так вот это дело все рассматривают они. И вот здесь говорят белорусы, здесь говорят поляки, здесь говорят эстонцы, здесь говорят, кто там, грузины. Здесь много, вот мы собираемся каждый раз в неделю, тоже вот эти все вопросы обсуждаем. Немцы здесь, кстати. Так что здесь вот такое дело тоже. Они говорят, что мы должны все равно держаться на этом. Европа тоже должна придерживаться. Если не будет придерживаться, то вот это все, если рухнет, то получится. Но самое главное, они говорят, что необходимо, чтобы действительно, если цены на нефть рухнут, тогда, значит, все станет дешевле, и российская нефть, которая вскармливает эту, продавая, она не продавая, ей будет невыгодно даже добывать эту нефть, так они говорят, потому что она добывается у России из глубин больших, 8-7 километров. А здесь вот эти, арабские, другие страны, как они говорят, копнул, и нефть идет, понимаешь? И копнул, и нефть идет. Для них она, себестоимость очень маленькая, а здесь нам бы тысячами километрами через эти трущобы нести, проводить, тянуть, добывать. То есть себестоимость будет для России. Вот как рассуждают вот мои вот эти знакомые политики из разных стран тоже. Так что здесь по поводу того, что произойдет в мире, пока еще определенного мнения нет, но тоже разные точки зрения вот так вот здесь сталкиваются. То, что вот сейчас происходит в Украине, тоже здесь вопросы говорилось о том, что, значит, президент Зеленский не совсем сейчас, как говорится, укрепляется. Он пытался там, с первого раза он пытался заменить там одних министров на других, одних убрать, все это через Раду. У него сразу не получалось, хотя раньше получалось сразу одним махом, он мог эти вопросы решать. Теперь это у него сложнее стало. Так что здесь это тоже, я считаю, нормально. Там, значит, принципы демократии действуют в Украине. Демонстрируют, что население, демонстрируют, что и депутаты чувствуют, что они ответственны за принятие тех или иных решений. И, значит, здесь вот смотрят трезво на происходящее. Но в целом вот такая картина, которая сейчас вот обрисовывается по всему, скажем, миру, вокруг вот этой войны. Но главный вопрос, здесь снова они вот подчеркивали, как мы с тобой даже говорили, Аслан, что главный вопрос сейчас для России – это Украина. И даже вот они сейчас сказали, что сейчас Путин вызвал к себе посланника, 2 или 3 от Трампа, они к нему едут.
Мы не знали, вот сейчас здесь, говорят, они сейчас едут к нему, будут обсуждать. Там, видимо, будет какой-то еще раз договорничок какой-то. Здесь вот недовольны, что вот он посылает там своего зятя или какого-то друга. Что это такое? Он возмущается. Это говорит о том, что это не государственные, не правовые решения, а какие-то договорнички, что это такое и как. Вот такие вот вопросы здесь обсуждаются, Слав. Вот, да, интересует. Вот говорят, вот вы сейчас сказали 20 тысяч, некоторые говорят там меньше цифры, 2-3 тысячи, по-разному говорят, но тоже колоссальные уже потери. За все это время таких больших расстрелов, убийств не было со стороны режима, вот именно митингующих, протестующих. И Трамп сказал, что держитесь, призывает дальше, фактически призывает дальше продолжать сопротивление, захватывать административные здания и говорит о том, что помощь уже в пути. Как вы считаете, что это за помощь и вообще как это может, во что это может вылиться? Победят протестующие или нет? Но помощь может быть такая вот, знаешь, скорее всего, если они там военные будут вторжение, это один вопрос. Видимо, Айталу они выкрадывать не станут, потому что это будет позор для них, и тогда это обернется снова против, скажем, Мадуро, понятно, а это религиозный деятель, это будет как-то, видимо, они будут как-то вот здесь иначе. Ведь было сказано, что у Путина, или как его уже Путин, Трамп, у Трампа на столе лежит 4 варианта, которые, значит, ему предложили, разработали спецслужбы и политики, что делать в Иране. И если им удастся сейчас по ситуации все это, видимо, решать, и он имеет в виду, наверное, что мы вас поддерживаем, мы с вами, вы правы, действуйте, защищайте свои права, отстаивайте, вот что они говорят. Я так думаю. А там какая может быть помощь? Ну, здесь, конечно, помощь там, чтобы они шли. Здесь Израиль рядом, который при случае может и военно вмешаться, там ударить, еще. Но с поддержки, конечно, Америки, так? Так что ситуация очень и очень тяжелая, если говорить о том, Мгм. что там разрулить им не удастся, похоже. Но здесь говорят 20 тысяч, вот там у меня здесь даже вот люди из Бахмут, да, Мгм. сообщение было, до 20 тысяч убитых уже, говорят, погибших. Вот так жестоко действует сейчас режим. Ну, Ужас. может быть, это всегда расходится, конечно, сейчас Но говорить. все равно много, я думаю. Но нет, не важно сейчас. Это Да. может пропагандистские какие-то цели, чтобы удивить, давайте сейчас, давайте вот убивать, вот это может быть такое. А может быть, это не принципиально. Главное, что они начали убивать людей, да. И там люди сами находятся в ситуации такой тяжелой, что вот уже вот говорят, что они вроде бы зовут американцев. Он мол, приходить и все. Но это тоже разговор. Это нужно знать изнутри настроение. А кто изнутри настроение скажет, так это вот здесь говорят, там где-то около 40 миллионов населения Ирана. Это азербайджанцы. Президент Мгм. Ирана тоже азербайджанец, так? И они обладают всей информацией, и притом они оттуда же бегут в Иран, так? В Иран, то есть в Азербайджан оттуда беженцы, и среди них, наверное, разведчики есть. То есть это вопрос такой, который нужно очень внимательно изучать и знать, и тогда на этой основе, наверное, будут предприниматься какие-то шаги со стороны остальных стран мира, и Запада, скажем, Ближнего Востока, Турции тоже обязательно в этом участь. Я вот говорил, вчера или позавчера выступал перед парламентом, кажется,
президент Эрдоган и заявил, что если кто-то посягнет на Азербайджан, это равносильно тому, что посягнул на Турцию. Он прям так и заявил. Не может быть такого, чтобы они вот по Азербайджану, значит, делали какое-то вторжение, и чтобы Турция не отреагировала. Вот что он сказал. Так. Так что там вот такой клубок завязанный. Что это из этого выйдет, я не знаю. Вчера мне вот было сообщение о том, что, ну, это фейки, конечно, тоже. Россия там накручивает, говорит, вот, Россия вторглась, захватила Армению. Вот чат прям этот Соловьев и другие вначале, говорят, потом другие здесь пошли эти объявления. А на самом деле выяснилось, что это ничего. Я звонил там моим знакомым, ничего никакого там не было, все там было нормально. Не то, что нормально, а как было, так и было там. Никаких изменений, вторжений никакой России там не было. Так что вот эти фейки везде идут, обманывают. В популистских целях они делают какие-то названия своих роликов или кричат «Ура!» там или что такое. Вот такая ситуация. Главное сейчас, чтобы Украина победила. Украина. Главное, чтобы она выбросила эту гидру со своей территории. Главное, чтобы система власти российская была переформатирована, чтобы был свергнут этот режим. Вот в чем дело, что мешает всем нам. Я думаю, тогда изменится ситуация и в России, изменится ситуация и по всему, так сказать, и в Западе, и везде отношения изменятся. Вот я что думаю, Аслан. Мгм. А вот то, что вот вы сказали, Эрдоган сказал по поводу того, что в случае нападения на Азербайджан, это нападение рассматривать Ну, можно на... равносильно, что на Турцию напали, да. Так он сказал. Это может быть связано с... И сейчас еще, вот мне сейчас как раз Эркин напоминает, что Соловьев начал там у себя в эфире говорить, что надо СВО против Армении провести и так далее. Это может говорить о том, что Армения и Азербайджан каким-то образом помогают вот этим протестующим, что со стороны иранского режима для этих государств есть какая-то угроза. Может это об этом свидетельствовать? Но дело в том, что сейчас Армения и Азербайджан, они единым фронтом действуют, так? Они Мгм. уже как бы объединились, какой-то там договор заключили и пытаются, значит, мирным способом там выжить в ситуации. То есть выживать стараются они вот в этой ситуации. А Мгм. может быть, так или нет, я не знаю. Конечно, эта вероятность такого не исключается, так? Тоже может быть. Но кто его знает? Мы же не имеем сейчас каких-то конкретных данных или информации не имеем. Там, может быть, оно каждую минуту вот меняется. Сегодня вот так в момент, или через какое-то время вот другое вот может случиться. Так что вот такая ситуация. А Иран это важная такая страна. Здесь вот говорят, что дело в том, что Иран раньше там тысячелетиями тюрки управляли, а иранцы там, мол, только жили. Это только в последнее время там стали управлять сами иранцы. В общем, здесь вот такие вот закрученные исторические факты, которые мы не можем сейчас подтвердить или опровергнуть. Но, по крайней мере, вот такие вот слухи, такие рассказы идут со стороны вот наших людей, информации. Азербайджанские и грузинские, и русские вот эти политики, блогеры. Я их, бывает, слушаю тоже. Они тоже эти вещи говорят. Но кому верить сейчас? По крайней мере, мы будем верить только фактам, которые происходят, и сами рассуждать в этом направлении. Ясно, что одно, что мир сейчас как-то, значит, будет трансформироваться, в смысле современное международное право, оно как бы уже не работает, получается. Мгм. Здесь вот возмущается, вот, Не работает, да. на те, говорят, это взяли, залетели, схватили Мадуру и украли, да? А на него не было никаких международных санкций, там, или его никто
не обвинял в таких вот злобных действиях, хотя что-то это было. А в то же время Путина пригласили, которого все вынесли, что он активист терроризма и все такое, он с ним общался. Что это такое? Вот такие возмущения идут, так? И здесь, ну, в общем, люди правильно возмущаются, говорят и думают, что что-то происходит. Это есть, ну, сдвиг, как говорится, вправо. Почему вправо, не знаю, может, влево. Ну, там посмотрим, что будет. А там ситуация покажет. Покажет, сама ситуация покажет, куда понесет. Ясно. Майя, вот сейчас на территории России снова начинают поднимать вопрос такие люди, как Курбанов, там есть один деятель российский, по поводу создания Лезгинстана, там каких-то в Дагестане какие-то пытаются вот поднимать националистические движения против Азербайджана, видимо, с целью, чтобы как-то мешать Азербайджану помогать той оппозиции, которая сейчас сражается, или там восстает против своего режима в Иране. Как вы считаете, вот это может привести к эскалации на территории Дагестана, ну и, соответственно, потом и нас втянуть туда? Ну, я думаю, что то, что ты говоришь, я уже слышал об этом, это только в интересах Кремля. Он хочет устроить там, независимо от него, какие-то там мутки, которые будут противодействовать тому, чтобы так стабильно не прошла, чтобы там и Азербайджан, который против, и Турция, которая против, чтобы против них там лезгины выступили. Но я не думаю, что им это удастся сделать. Конечно, они могут пошуметь там и все такое. В этой мутной воде что-то поймать им не удастся, я так думаю. А я помню, когда в 90-м году, в 91-м году туда шла речь о том, что вот давайте, мол, создайте все свои государства. Эти республики были преобразованы в союзные, о чем до сих пор молчат, когда вот говоришь им до сих пор, некоторым объясняешь это, некоторые вот эти представители этих республик, даже некоторые, по-моему, не знают о том, что это как было. Тогда эти республики были преобразованы в союзные республики, а когда Советский Союз развалился, они сразу имели право образоваться в свои государства, избрать там власть и все такое. Более того, чтобы просто было ясно, этот вопрос даже можно было не поднимать, потому что, будь они автономные или союзные, для международных прав они были равны. Поэтому, даже не будучи в этом смысле, они могли создать свои государства, как и Чеченская и другие республики, избрать свою власть, назначить туда там герб, флаг, все атрибуты государства и застыть в этом вопросе и сказать, мы государство, и мы бы могли объединяться и работать вместе, так? Но тогда не появилось никакого там лидера, наоборот, все у нее распухло, ничего не получилось. Это получилось только у нас, в Чеченской Республике это было. Если вот помнишь, вот так это было. Да. А сейчас что они делают? Это же Дагестан. А отдельно, значит, это Лезгистан надо выйти из Дагестана, получается, они будут создавать. Понимаешь? Они, во-первых, должны выйти из... Если они выйдут, будут захватывать, скажем, часть Лезгистана, которая в Азербайджане, то получается, что они к себе присоединяют, к России будут присоединять эту территорию. Или вместе с той они будут выходить из России. Понимаешь, вот двойное. Из России Да. выйти нельзя, а это притянуть нельзя. Какой-то, какой-то непонятный этот ход. Но вдруг самое главное там для России устроить какую-то бучу, которая будет, в общем, отвлекать внимание от его борьбы, чтобы его просто вот это провокация Кремля, мне так кажется. Его агентура там действует, как они действовали и у нас. Вот.
Чеченской Республики, их агентура действовала, мешала нам восстанавливать, развивать наше государство, как они это делают сейчас даже на Западе, они выслали сюда, здесь находятся разного рода деятели, а здесь вот сейчас недавно, вот я вчера или сегодня там смотрю, значит, некоторые наши друзья, бывшие республики, которые есть в зарубежье, здесь представители в зарубежье, они там уже начинают брать пример, скажем, с наших самозванцев, как пример представить себе. Я им, правда, написал, что вы имеете в виду, скажите, о чем идет речь, не знаю, ответить или нет. То есть настолько вот заблуждение происходит, и столько вот мутит, люди не понимают, люди не занимаются этим делом, им всегда кажется, если кто-то вот, как говорится, кто-то побежал на базар, что там? Там вот яблоки раздают. Все побежали туда, а уже яблок нет. А где они? А что? Вода осталась. То есть бегут еще, а потом смотрят. Я помню вот такой случай, к примеру. Я, значит, с одного села, с одного пункта переезжал в другой, ну, со своими там товарищами, на двух машинах мы были легковых. И когда мы уже подъезжали к тому месту, куда мы, к тому селу, смотрю, оттуда бегут люди, вот напротив, бегут люди, женщины бегут, люди, дети бегут, мал, стар бегут, у одной или несколько женщин в руках, дети даже малые. Мы останавливались, все, спрашиваем, в чем дело? А я вот один там говорит, куда ты бежишь, знакомый? Она останавливается, там стреляет, то, вот снизу рус стреляет, а ты что туда бежишь? Хочу посмотреть. Знаешь, вот, вот, ты что там будешь смотреть? Назад, мол, это... Вот такие вот люди, вот когда их зарядишь, они начинают, им интересно посмотреть, оттуда стрелять, они бегут посмотреть. Слышишь? Да-да. Это было поразительно. Это Хочу неопытные посмотреть. так делают. Ну да, вот такой люд, как говорится. Природа человек, наверное, такая. Я еще тоже удивился. Вместо того, что они хотели побежать и посмотреть, откуда и кто стреляет. Вот так вот. Так что и здесь вот такой вот пустили какой-то там фейк какой-нибудь. Вот они все начинают там верить в это, пока это не все не прояснится. Значит, этим могут управлять. А это давно изученные моменты в поведении людей и толпы. И здесь вот так вот дурит народ. То есть этому вот движению, которое сейчас в Иране, там нет как бы лидеров, нету. Если бы там какой-то бы поднялся бы лидер, вот говорят, этот сын бывшего там шаха Пехлеви, он говорит, я сейчас приеду туда, мол, захватите это, а сам все еще сидит в Америке. Если бы он поехал туда и начал бы, это одно дело. Ну, пока что он сидит. Так что если как там решение будет меняться, наверное, он туда поедет. А ну неизвестно, что будет. В общем, вот такие дела, Аслан. Небольшую справку хотел дать по поводу вот Азербайджана и Лезгинистана. Лезгины – это древнейший народ на Кавказе, это наши дорогие, уважаемые братья. Да, конечно, лезгины наши близкие нам люди, да. Я помню всегда, это были одни из близких, очень. Они даже и в древности, в прошлые века вместе с чеченцами объединялись, боролись против... Вместе воевали, да. Да. И Я многих знал. это большой народ, как выяснилось, 200 тысяч, 300 тысяч проживает на территории Азербайджана, и 300 где-то тысяч, столько же приблизительно проживает на территории Дагестана, на территории Российской Федерации. В 2010-2013 годах был подписан договор между Азербайджаном и Россией по демаркации границы, и часть вот этих земель лезгинских была передана Россией Азербайджану. Пастбища, хорошие земли, альпийские луга были переданы, и как бы, ну, так сказать, подстегнули вот еще большую такое недовольство
ну, почему-то нужно это не в сторону Азербайджана в первую очередь, наверное, а в первую очередь нужно в сторону России принимать. И вот на этом они сейчас накручивают вот эту ситуацию, и очень, как бы, Мгм. не хотелось бы, чтобы сейчас это происходило. И как вы правильно заметили, что когда шла война, тогда не объявляли ни про автономию Лезгинстана, ни про свою государственность Лезгины. И сейчас, в это время, я это называю проектом Кечкин, когда из лезгинов хотят сделать, знаете, как детонатор, как такой запустить, Видимо, их подставить хотят сейчас. подставить. Да. Использовать в этой, правильно Да. ты говоришь, использовать в этой суматохе, и чтобы они оказались как бы крайними. Вот что, я думаю, они хотят сделать. Ты прав. И мы с тобой об этом говорили, по-моему, и сегодня, вчера. Потому что Как вот такая ДНР, ситуация. ЛНР, помнишь, как они в Украине сделали? Как ДНР, ЛНР. Тоже Да, их подняли и первого бросили в огонь просто. Всех да, мужчин они да, да, утилизировали, да. играя на Да. самых сокровенных чувствах народов. Вот такая вот ситуация. Будем наблюдать, будем 300-400 тысяч живет в Дагестане, 200-300 тысяч живет в Азербайджане. Это очень такой, для нашего Кавказа, это большой народ, численность большая. Да, Вот да, такая ситуация. достаточно, да, такое. Мгм. Ну, вот такие вот ситуации. Если, например, произойдут эти события, к этому они вроде и так пытаются, дай бог, чтобы не произошло, если они Мгм. произойдут, каким боком они чеченцев могут туда втянуть? Как вы считаете, что привлечь нас туда, чтобы вот, задействовать и нас, потому что у нас и вот террористические базы они там настроили в Гудермесе, русские, там обучают, еще воюют многие в Знаешь, Украине. Мгм. мгм, я понял. Значит, там российские базы находятся, да? И Мгм. эти базы, оказывается, вдоль Аргунского ущелья, где вот река течет, да, Мгм. она же там же возвышена очень, там метров 100-150, а то и больше. И внизу. Они все эти русские войска там сидят, оказывается. На Представляешь? возвышенности, Нет, наоборот, в на низине, низине. у Мгм. реки, так? И там себе это, их не видно. Они оттуда выезжают вот так вот. Не то, что везде они сидят, но где-то вот так вот. Основная масса, видимо, там они приспособились, сидят. И мы всегда знали, что там где-то около 100 тысяч, 150 тысячная группировка. Мгм. И, естественно, она будет как, там, как оплотом для противодействия входа на территорию России. Мгм. Потому что не сами чеченцы будут, но сами чеченцы тоже будут использованы, кадыровцы, там марионетки, они будут в этом деле тоже завязаны. Но не думаю, что и в Дагестане им это удастся сделать тоже. Я не думаю. Они на Россию сейчас не попрут, а думаю, там посмотрим, что будет. Думаю, что просто это провокация, которая сейчас разыгрывает с этим вопросом по захвату территории. Оттяпать у Азербайджана их территории хочет Кремль, я так Мгм. думаю. То есть это вопрос поднимать, постоянно теребить его взамен другого какого-то вопроса. Потом сказать, ты вот это мне сделай, я вот это, давай вот так. И вот этих вопросов, которые еще в прошлые времена у них здесь вот все разделено, осталось много. Помнишь, Путин говорил, у меня таких вопросов 2000 штук, он говорил, кажется. 2000 территориальных вопросов по всей России, говорил. Да, Естественно, да. поэтому ему решать. А здесь он может, вот давай вот это или то. Скорее всего, это так, вот, насколько мне кажется. Мгм. Ладно. Еще несколько лет, ну, еще до своей смерти, лет, наверное, 13, вот в 2012 году, я вчера как раз видео показывал во время стрима, Жириновский, Владимир Жириновский говорил о том, что будут события в Иране, что Соединенные Штаты в любом случае там попытаются предпринять попытку смены режима в Иране и так далее, и Ага. начнется война.
Если начнется эта война, то пойдут беженцы в огромном количестве. И сейчас то, что Трамп говорит, что вот продержитесь немного, помощь уже в пути, наверное, речь идет о каких-нибудь авианосцах или еще о чем-то речь идет. И если начнутся бомбардировки, боевые действия на территории Ирана, то будут беженцы. Вот здесь Нео пишет, огонь на Кавказ не перекинется, но перекинутся беженцы. И это очень вероятно, Аят. Как вы считаете, какие последствия будут, если пойдут эти беженцы? Они пойдут в Азербайджан, Турцию, Армению и к нам, как бы на Северный Кавказ, может. Но если они пойдут, что будет? Беженцы есть беженцы, их можно принять, а потом надо, и если успокоиться, там выдворить их. Вот я помню, из Сербии, из Югославии были беженцы, когда я вот в 2001-2002 годах, когда я в Лондоне был там, я там знал этих сербов, кажется, сербы были, знал там семью одну. И потом, когда я уехал и вернулся через какое-то время, туда полгода или так, и эту одну их девушку встретил, спрашиваю, а где твой брат там, которого я знал, общался? Она говорит, они уехали. Куда? Назад в Югославию. А что он? А их выслали. Как выслали? Ну, там война кончилась, и всех назад отправили. А я, говорю, вышла замуж здесь и осталась. То есть вот так, понимаешь? И это они принимаются временно, не на постоянно многие. Допустим, мы политические беженцы, мы бы не можем, допустим, политические беженцы, это одно дело. А так вот беженцы, которые приехали временно там, здесь, это их можно вот на время принятия, а потом отправить назад. Правда, с ними тоже бывают трудности, ты видишь, и в Америке, и везде, и здесь эти трудности бывают. Но несмотря на это, что там будет от этого, неизвестно. Не думаю, что если там Иран этот Айтала проиграет, и там придет другая власть, то ситуация изменится, наоборот, туда будут стараться ехать назад, потому что там их родина, там спокойно, там они могут туда вернуться назад все. В принципе, я так думаю, Аслан. Ну вот мне здесь пишут, что на Северный Кавказ точно ничего не перекинется, пишет Адельгерей. А вот Азербайджан и в Армению уже начали убегать иранцы. Я Если тоже даже так нам думаю, я согласен с ним, да. будет, да? Я согласен с ними, так, да. В связи с тем, что я тебе говорю, вот в этом ущелье, и там туда дальше, и в Дагестане тоже вот эти войска, эти же, Путин там все укрепился, и сидит там, их не видно. Они там попрятались. Они, наверное, себя прокопали вот эти еще пещеры горные, туда влезли туда, а вот это вдоль речки ездить себе, так я понимаю. Потому что эту речки я там помню, я ходил там как-то еще в молодости, там пускался, смотрел. Ну, да, видим, ну, короче говоря, они нашли условия там, и говорят, вот мне были там люди, которые мне вот звонил, говорят, а вот они там, поэтому вот были там. Как там? Они, говорят, внизу там были все. Объясняют. Ну, так что это известно, вот такая ситуация. Понимаешь? Так что здесь ничего такого нет. Как известно, Азербайджан является хорошим союзником, другом Израиля и помогал Израилю. И Соединенные Штаты приглашали и президента Азербайджана, и президента Армении к себе туда. И, можно сказать, хорошие отношения у них уже складываются с Западом, с Америкой, с Израилем. И сейчас, когда возникнут у них трудности, и Турция уже сказала, что она заступится, как вы считаете, и Израиль, и Соединенные Штаты позволят, чтобы какой-то хаос или какие-то события произошли против Азербайджана, или они будут поддерживать очень сильно и хорошо Азербайджан? Но ты имеешь в виду, насколько Ну, здесь события, Иран ведь очень мощное государство, у них очень если много. изменится, да? Ну, что там? Я думаю, что чем жить в Советском Союзе или в России, лучше жить будет в Иране.
они могут перемещаться, там все это, а это они захотят туда. Ведь дело в том, что этот Иран, он постоянно же давил на Азербайджан, у него не было мирных отношений, так? И тем было там такое количество, чуть ли не половина населения было, ну, скажем, 1/3, 30 миллионов населения было азербайджанцев, и они как-то пытались, конечно, оттуда шла какая-то разведка через азербайджанцев, так? И с одной стороны, Иран был как бы против Азербайджан и против Израиля. И это их объединяло. Поэтому Азербайджан имел экономические отношения, Азербайджан имел вооружение от Израиля, там разные дроны, мроны, ракеты. Мы же слышали об этом, когда шла там. Они приезжали, помогали, как это делать, как стрелять, показывали. А эти поставляли им нефть. И эту нефть даже они поставляли через Турцию. Турцию переправляла в Израиль. То есть экономика, она при любых условиях жива. Да, да. Вот так вот. Деньги зарабатываются в любом Да. случае. Чтоб то не было, деньги нужны. Говорят, деньги – это нерв войны. Нерв. Да. Да. Здесь вот Георг спрашивает: здравствуйте, уважаемый чеченский народ. Скажите, чеченцы и армяне, есть что-то общее между двумя народами? Я думаю, что-то притягивает. Это, я понимаю, нам наш армянский зритель нам задает вопрос. Но что, конечно, армяне жили в Чеченской республике, ЧССР. Мы с ними очень дружно дружили. жили. Да. Они были дружественны с нами. У меня было много разных друзей тоже. Мы общались, они были, ну, так образованные, культурные были, кто на предприятиях работали. А кроме этого, еще там исторические, по историческим, там, Курюты, Метани и так далее, там тоже есть какие-то корни, которые общие есть у нас, видимо. Но это надо все изучить, наши, да, даже сейчас Марионет туда ездит, изучает их архивы, смотрит. Так что там у нас могут быть разные. А так у меня тоже есть там, даже в самой Армении были люди, и даже до сих пор я с ними в контакте и по телефону. И наших много людей это есть, да, есть. Так что вот такое. Очень хорошо, что вот Азербайджан и Армения примирились, пожали руку, это все отлично, и наши, потому что нам очень трудно было делиться между армянами и азербайджанцами, мы все кавказцы, мы все должны держаться вместе. И вот с Азербайджаном как дела, Аят, у нас? Немного у нас, по-моему, в Грозном жило азербайджанцев, в отличие от армян, но тоже жили. И вообще с самим государством, с Арменией, как у нас было во время, когда вы Ну, были? Азербайджан был самый близкий нам во время войны и самый, так сказать, Больше всех государство, помог. которое больше всех нам помогало. Через Да, их да. были все продвижения, и много раз там были. Я тоже был там много раз, и даже с нашей делегацией, с президентами туда ездил, встречались с их инаугурацией Али Алиева старшего. Я был там, помню, этот президент Али Алиев там, он уступал. И еще что примечательно, когда мы в зале сидели, Али Алиев выступал более 3 часов стоя, активно стоял и говорил про все даты, цифры. Говорил про Гейдар, Аят? Вы про Гайдара. Гейдара? Старший, Очень такой подготовленный. Это ужас. Он столько, умный он человек. во всей области, он более 3 часов только разговаривал, говорил, приводил примеры, не читая. А и буквально еще, что было интересно, буквально вот наш стол был чеченский, да, мы сидели вот за столом, там Масадов, я и там другие, там кто у нас было, человек 5-6, и следующий стол, и за этим столом сидел один человек, и это был Муслим Магомаев.
Он сидел и один все время одну сигарету заодно покуривал, все время курил и сидел. Помню, как сейчас. Так что у нас там были очень хорошие знакомые. А этот Мусим Магомаев, хотя о нем и не говорят, там все такое. Мусим Магомаев-то был, его дед-то был чеченцем, а об этом ни Да? русские никто не говорят. Он из Новых Атагов. Мусим Магомаев приезжал к нам еще, когда они его там выдворили, и хотел, чтобы у нас на филармонии туда выступать, наши артисты пытались ему помочь. Но тогда там у нас были все русские, и во главе, и везде они его вытурили оттуда. И потом он снова вернулся в Азербайджан. То есть, так что с Азербайджаном у нас тоже очень хорошие отношения были и остаются, я надеюсь. Нормально. Вот так. Аня, скажите, пожалуйста, вот когда была война, вот тогда азербайджанцы много беженцев принимали в силу своих возможностей, там очень много делалось. Да, очень много Расскажите об наши этом. беженцы туда бежали, да, да. У Наши нас там многие беженцы представительство были было. там, в Ингушетии, в основном в Грузии много было наших людей. Так что здесь вот эти вот вокруг везде, нам они помогали, они знали Очень. нашу проблему. Да, вот так, такие вот дела были, Аслан. Ага. Да, это очень хорошо, что у нас есть исторические такие дружеские отношения, и дай бог, чтобы они продолжились. И я надеюсь, ни один чеченец никогда не посмеет и не подумает поднять оружие против Азербайджана. Дай бог. Спасибо большое вам, наш уважаемый чеченский народ. У нас в Метенадаране до сих пор хранятся чеченский народ. Мы с огромным уважением относимся к чеченцам, потому что мы из Урарту-Нохчо, говорит Георг из Армении. Да, кстати, говорят, у Армении много наших исторических артефактов, упоминаний в их музеях есть, и армяне Да-да, очень бережно относятся к нашей да-да. истории. Я вот хорошо знаком Порыром Хачкяном, который был когда-то вице-кандидатом в президенты. Он чуть не стал, его там стреляли, убивали, он все жив остался, отвезли, выздоровели. Он сейчас жив, здравствует, я с ним встречаюсь иногда, когда он бывает в Европе. Вот дня назад звонил ему, поздравлял его с Новым Старым Годом. Так что мы имеем контакты там. А еще у меня были еще там друзья, которые приезжали из Армении. Друг у меня был там, вот забыл, как его фамилия, но он был такой веселый, хороший парень. У меня часто он и ночевал, бывало. Так что мы там имели. А во время там, когда уже наша власть пришла, их делегация приезжала к нам. И по поводу, значит, снабжения нефтью, там, бензинами, тоже эти вопросы там обговаривали. То есть мы вот так вот с ними вот действовали. Вот что это было. Я это хорошо помню. Как говорится, друг познается в беде. Сейчас, если, не дай бог, конечно, но сейчас события могут и затянуться, и самое страшное, если они затянутся. И вот это как перед глазами стоит война в Сирии, когда она тоже затянулась и продолжалась там более 10 лет. Если вот все это будет, наше правительство в вашем лице, в лице президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, вы имеете контакты с азербайджанцами, с армянами, и готовы ли вы какую-то им там помощь показывать, как-то с ними взаимодействовать? Ну, как сказать, конечно, мы всегда настроены на это, настроены на то, чтобы в этом плане продолжать наши отношения, чтобы они укреплялись, чтобы это было передано нашим следующим поколениям. Мы не строим враждебные отношения между нашими народами, потому что только в дружбе может быть сила. Я помню, как нам еще в детстве говорили, вот веник, вот складываешь из каждой веточки, так? Если ты его завяжешь, и его уже не сломаешь. А если один сломаешь, Да. так и здесь. Вот так вот было всегда. И так остается и здесь.
вот вражду между нами сея, вот так и держится эта империя. А мы, я же говорил, вот там людям настолько интерес, их могут так оболванить, женщины в руках, дети и бегут. Я уже думал, им там стреляют сзади. А они, оказывается, бегут посмотреть, откуда стреляют. Слышишь? Это было интересно. Так что вот такая ситуация. Так, салам из Баку. Баку, все приветствую. Приветствую. Салам. Алейк салам. Так. Так. Ассаламу алейкум из Баку. Алейк салам. Азербайджанцы, Баку, приветствую вас всех. Азербайджанцы, мой канал, можете на него рассчитывать, всегда можете, выходите на связь, давайте налаживать мосты. Я правозащитник и независимый человек, поэтому можете выходить со мной как с независимым человеком. И есть наш президиум правительства в лице Аллы Дудаевой, Ахьяда Идигова, других наших заслуженных, уважаемых людей, которые стоят на страже, сейчас в экзиле. Так что, если что, вы можете рассчитывать на нас, как когда-то мы могли рассчитывать на вас. Так. Я против любой войны, но, как говорили наши дедушки, кавказцы не должны воевать между собой, это нельзя по адатам. Да, вообще лучше не воевать никому, ни кавказцам, ни не кавказцам. Это правильно. И что ду? Хуйвейдер, Худуйцедер. Мы уже, получается, почти час. Давай на этом закончим, потому что я сейчас себя чувствую не очень хорошо, вот сдерживаю кашель. Мне надо сейчас спить. Давай, уже 50 минут, давай закончим. Хорошо. Давай. Да, хорошо? Спасибо большое. Давай тогда. Всем, друзья, спасибо. Всего хорошего. Адик, Адик, до свидания. До свидания.